Сегодня в столице республики после реставрации был торжественно открыт боевой самолет времен Великой Отечественной, который многие годы стоит на козырьке 19-й Нальчикской школы. Отмечу, что на подобном в начале войны летал герой Советского Союза Алим Байсултанов, имя которого носит образовательное учреждение. Сюжет нашего спецкора Нуржан Кубадиевой. Полная реставрация боевой машины для 19-й Нальчикской школы – событие историческое. Настоящий самолет времен Великой Отечественной. На таком же летал первый на Северном Кавказе герой Советского Союза Алим Байсултанов. Стоит на козырьке учебного заведения уже несколько десятилетий. Это символ школы, вызывающий особое почтение. Наша школа с гордостью носит имя нашего славного земляка. Наши учащиеся чтут и помнят героические подвиги Алима Байсултанова. На базе нашей школы организована детская общественная организация «Юные байсултановцы», которая насчитывает более 200 человек. Открытие проходит в торжественной обстановке. Участвуют юноармейцы и кадеты, среди приглашенных ветераны Великой Отечественной. Любите Кабардино-Балкарию и, конечно, любите Россию. С праздничком вам, дорогие! Я вас всех люблю! Боевой Як-18 передал в дар учебному заведению однополчанин Байсултанова. Все эти годы учителя и школьники ухаживали за ним как умели. Но со временем истребитель стал нуждаться в серьезном ремонте. Помогли активисты фонда Эльбрусоид. Им удалось найти тех, кто отреставрирует летательный аппарат. Над конструкцией трудились десятки инженеров российской компании, которая специализируется на обслуживании воздушных судов. Для нас и не возникало какого-то вопроса, будем мы этим заниматься или не будем. И, как я уже сказал, реально все, кто принимал участие в восстановлении этого самолета, этого памятника, я сказал бы исторического памятника военным летчикам, все вложили часть души и восстанавливали его, как будто это восстанавливали самолет своего деда. Сотрудникам компании и руководству Нальчикского филиала Эльбрусоида вручили благодарности от правительства республики. Добрые слова прозвучали и в адрес школы. Мой дедушка тоже был ветераном Великой Отечественной войны и прожил всю жизнь на улице Байсултанова. И каждый год ребята приходили к нему и поздравляли. И я хочу от себя лично поблагодарить учеников, коллектив школы за такие добрые традиции. Среди тех, кто пришел на церемонию, представители рода Байсултановых. Защитник Балтики Алим Байсултанов прожил короткую, но яркую жизнь. В 1942-м получил заветную звезду героя, а спустя год погиб в воздушном бою. Ему было всего 24. Вы знаете, очень тяжело говорить, когда уходят люди в таком молодом возрасте. Я от лица всех родственников хочу сказать большое человеческое спасибо. В этом году 19-я школа отметит полувековой юбилей. И отреставрированный самолет – лучший подарок к этой дате, говорят здесь. Ведь боевая машина – одна из достопримечательностей не только школы, но и всего Нальчика. Нуржан Кубадиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария.